огромного количества людей объединяет наш интерес, слушает, извлекает пользу, воспринимает свои мы все по чеченских войнах, свои люди. Потому что так должно быть. Ну, поэтому я вам расскажу одну историю, чтобы еще, который не столкнулся, пусть столкнется, пусть понимает. А я помню, мне отец говорил, не спеши, не спеши. Сколько раз ты аварии сделал, на машине, например, или еще такое. И вот так. А я бы удивлялся, что ты переживаешь, что ты переживаешь. Был юным, молодым. А потом не так я воспринимал, как должен был. Сейчас я понимаю. Один раз, когда он попросил привезти своего внука, то есть сына моего, и ему там 9-10 месяцев, и мы втроем в комнате разговариваем. И когда он игрался, чуть было не упал. Когда он чуть было не упал, у нас непривычно перед отцом там ласкать детей, там с ними, ну, такое, как сказать, показ. Там, я люблю своего ребенка, отец, посмотри. Такого нет у нас, ты строго сидишь. Но когда ребенок бежал и чуть было не споткнулся, не упал, я, несмотря на нашу традицию, забыв, вскочил и поймал его. Потом посмотрел на меня. Ты понял, говорит. И все. Он мне дал понять, сколько раз я переживал. И это люди, которые больше всех, точнее, единственные люди, родители, которые хотят, чтобы дети были лучше, чем они. И это просто нужно знать, такова она жизнь. Когда человек об этом не думает, он такой занятый, он вообще такой занятый, рассказывает все. У него личная жизнь и так далее. Особенно, когда женится и отделяется, или замуж выходит. И потом, типа, больше вопросов возникает. Ну да, я это рассказываю специально, чтобы вы понимали, насколько это важно в жизни. Я уважаю одного человека. Я считаю, что он намного в духовном плане богаче, чем я. Это один мой сверстник, мой друг и ученик. Он до сих пор не женился. Его родственники меня попросили, чтобы посодействовал там и так далее. Но именно тот, о котором я говорю, он не знает, что я сейчас о нем говорю. 20 тысяч лет прошло, что мы не виделись. Он молодым, когда был, его мать была больна, и до глубокой старости, пока она не умерла, он постоянно оставался с ней, помогал ей. Так и не женился. А сейчас уже 56 лет. Но он был занят очень сильно. Она болела. Но я вспоминаю Уэйс аль-Курани, святой человек, который достиг степени святости из-за того, что ухаживал за своей матерью, мусульманин, который, как бы он ни любил пророка, а он любил его больше, чем все, и родную мать, верующим человеком он был, из таби'ин. Он не мог оставить мать из-за своего, как сказать, вот привязанности и ухаживания за ней, чтобы пойти к пророку Мухаммаду. Так он и не встретился с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Но пророк Мухаммад дал знать о нем. Уэйс аль-Курани жил во время пророка Мухаммада и стал святым. Из-за чего? Были знания, было соблюдение обязанностей. Но он выполнял очень сильно одну обязанность. Был добр к матери. Это очень серьезно. С годами, когда родители не станет уже, иногда бывает то, что ты называл своей занятостью и так далее, это все тебе уже наскучило, надоело, уже даже устал от этого. А сначала молодым был, думал, я должен это, я должен другое. И оставлял без внимания. Вот что больно потом будет. Ты понял? Дальше. Поэтому
плач, слезы родителей из-за того, что нарушаются их права, детьми имеется. Да сохранит наше потомство Аллах от этого греха. وأما عد النسيان القرآن من الكبائر فلا يصح. Но есть еще такие люди, которые не знают, говорят, услышали что-то, сразу говорят, не разбираясь, точно это или не точно. Есть невежды, которые говорят, что если кто-то забыл какую-то часть аятов, какое-то количество аятов или суру из Корана, что он попал в большой грех. Неправда это. Пусть повторяет, но это не большой грех, если он забыл, потому что долго не повторял. لأن حديث نظرت في الذنوب فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها ضعيف هو مشكل معناه. Ну, этот хадис, я не переведу его, что если кто-то забыл Коран, в смысле чтения наизусть, что он попал в большой грех, и это один из самых страшных грехов. Это неправда. وقد تكلف الشيخ ابن حجر الهيثمي تعديد الكبائر إلى أن أوصلها إلى 400 وزيادة. Но такой ученый, как Ибн Хаджар аль-Хайтами, работал, собирая, расписывая о больших грехах, и у него количество было 400 грехов. Чуть больше. فليس ذلك منه بجيد لأن في خلال ما عده ما يبعد عن يكون كبيرة. Но это не самый лучший труд этого человека, потому что то, что он там собрал, есть и те, которые небольшие грехи. Ну, кроме пророка, любой ученый хоть раз допустит ошибку. Поэтому мы ничего плохого про ученых не говорим. Но мы говорим о том, что ни один из ученых не защищен от ошибок, кроме пророка. В религиозных текстах, в религиозных заключениях. ثم إنه عرفت الكبيرة بألفاظ متعددة ومن أحسن ما قيل في ذلك كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد وشدد النكير عليه فهو كبيرة. Но очень красиво сказано учеными, то, что можно взять за основу, чтобы разбираться, какой грех есть большой, а какой нет. Вот такое. Каждый грех, о котором в Коране сказано, что это большой грех. Раз. О котором сказано в хадисах, что это большой грех. Как, например, хадис, помните? Какой? Я только что говорил. Ас-саласу мин аль-кабаир. Нарушение прав родителей, прелюбодеяние, лжесвидетельство, сказал пророк, большие грехи это. Вот так, если сказано. Или единогласное заключение мусульманских ученых, что это большой грех. Или рассказано, хоть и не сказано текстом, за это будет, что это большой грех, но сказано о том, что за это будет сильное мучение, наказание на том свете. 4. Видите, что нужно знать? Или сказано, что шариат требует наказания, например, 100 палок по спине, или там 80 палок по спине бить, или 40. Например, оскорбил человека, назвав его прелюбодеем, 100 ударов по спине. Или, например, прелюбодеяние, значит, либо казнь, либо 100 ударов по спине, либо ссылка, в зависимости от того, был женат или нет.
А насчет употребления алкоголя 40 ударов по спине. Видите, вот то, за что руку своровал, кисть отрубает, если больше, чем четверть динара оценится то, что он своровал. Или сильно сказано о запрете этого, то вот это все большие грехи. وقد أوصل عددها تاج الدين السبكي إلى 35 من غير ادعاء حصر في ذلك ونظم ذلك السيوطي في 8 أبيات من البيت. Таджуддин Субки сказал в своем одном объяснении, что их 35, перечислил. Но он не сказал, что это только вот эти 35, больше нету. Имам Суюти стихами рассказал о них. كالقتل والزنا وشرب الخمر ومطلق المسكر ثم السحر والقذف واللواط ثم الفطر ويأس رحمة وأمن المنكر وأمن المكر والغصب والسرقة والشهادة بالزور والرشوة والقيادة منع زكاة ودياثة فرار خيانة في الكيل والوزن وظهار نميمة ككتم شهادة يمين فاجرة يمين فاجرة على نبينا يمين وسب صحبه وضرب المسلم سعاية عق وقطع الرحم حرابة تقديمه الصلاة أو تأخيرها ومال أيتام رأو وأكل خنزير وميت والربا والغل وصغيرة قد واظبا. Ого. Перечислю эти, расскажу, какие грехи можете себе записать. Убийство без права, прелюбодеяние, употребление одурманивающих напитков, употребление любого одурманивающего вещества, магия, колдовство, обвинение в прелюбодеянии без права. И вот это, как прелюбодеяние, есть другое, когда однополые вот эти движения. Не надеяться на милость Аллаха и не каяться, безответственно относясь, продолжая грехи, в смысле уверенность, как будто он уверен, что он не будет наказан, не кается он. Грабеж, воровство и лжесвидетельство, взятка, которая дается, чтобы нарушены были права, от судьи он договаривается. В невыплачивание заката или препятствие этому, бегство с поля, мы уже сказали, хитрости, и обман, взвешивание, обвешивание, то есть взвешивание в измерении и в счете при торговле. Женщине, когда говорит то, что какой-то текст, когда говорит, что она ему не интересна и не будет интересна, как женщина, вообще никакого интереса нет. В общем, такое называется. Сказать ей, что ты как мать моей, спина моей матери и так далее. Специально, чтобы ей больно было. А также стравливание мусульман и скрывать свидетельства, когда есть необходимость для восстановления прав. А также лжеклятва и приписывать пророку, что он не говорил, говоря, что он сказал это. А также оскорблять пророков, например, оскорблять это отступление от ислама. Например, таких сподвижников, как Абу Бакр, или Умар, или Усман, или Али, бить без права мусульманина, чтобы струсил мусульманин, пугать его, прекращение нарушения прав родителей и прекращение родственных связей.
причем имею возможность продолжить